2023 года город Талдыкурган. Талдыкурганский городской суд области Житцу под председательством судьи пресс-секретаря судебного заседания Садыбековой с участием государственных обвинителей, прокуроров прокуратуры области Житцу Кадырбаева, Жумагулова, адвокатов Ковжанова, Байматхова рассмотрел в открытом судебном заседании с применением средств аудио-видеофиксации уголовного дела по обвинению Кудибаева Серика Музакуловича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 3, 4, часть 2 статьи 146, части 4 статьи 362 Уголовного кодекса Республики Казахстан установил. Кудибаев обвиняется в том, что, будучи начальником департамента полиции, являясь на тот момент комендантом области 5 января 2022 года с учетом осложнения оперативной обстановки в 17 часов, вел специальный оперативный план Хамал по обороне здания департамента, предусматривающий безусловное отражение нападения на здание охранного имущества с применением в случае необходимости огнестрельного оружия. При этом личному составу были выданы специальные средства и табельное оружие. Они были распределены по периметру изнутри здания по этажам. Однако в 18:20 он отдал приказ личному составу не принимать меры по обороне, покинуть здание департамента и разойтись по местам жительства, тем самым превысив власть свои должностные полномочия. В 18:40 на служебной автомашине он покинул уверенный ему участок, выехал по месту жительства Карасайский район Алматинской области, не обеспечив сохранность секретной документации имущества и вооружения. В результате нападающие свободно проникли в здание и завладели боевым оружием, боеприпасами, что повлекло тяжкие последствия. Далее, 7 января 2022 года сотрудники департамента полиции вооруженным боевым оружием, действуя по указанию Кудибаева, стали производить задержание гражданских лиц и доставлять их в здание департамента полиции. При этом в 13:33 произвели незаконное задержание проходивших около здания департамента жителей города Талдыкургана Ахмедиярова и Абдрахманова, которые завели на территорию заднего двора департамента полиции, что зафиксировано камерой видеонаблюдения. В это время Кудибаев, находясь во дворе, увидел, как сотрудник полиции наносит лежащему на земле задержанному Ахмедиарову удар ногой в область живота, а также прикладом автоматического ружья нанес второй удар в область затылочной части головы потерпевшего. Далее потерпевшие были доставлены в здание департамента полиции, где по отношению к ним продолжалось пытки. Подсудимому Кудибаеву следователям была избрана мера пресечения в виде подписки невыезда на надлежащем поведении. Судебное разбирательство по настоящему уголовному делу 10 марта 2023 года в связи с госпитализацией на стационарное лечение подсудимого Кудибаева было отложено на 16 марта, затем 16 марта трижды было перенесено на 20, 27 и 30 марта 2023 года. О месте и времени начала судебного заседания надлежащим образом изъяснены были все лица, участвующие в рассмотрении дела. Однако 30 марта 2023 года подсудимый Кудибаев на судебное заседание не явился. В связи с этим судом судебное заседание было отложено на 3 апреля 2023 года и принято решение о приводе подсудимого. В процессе исполнения постановления суда о приводе департаментом агентства по противодействию коррупции по области Житцу установлено, что Кудибаев скрылся и в настоящее время место его пребывания неизвестно. 31 марта 2023 года судьей было вынесено постановление об объявлении международного розыска подсудимого Кудибаева с изменением мер пресечения на содержание под стражей. Учитывая, что в силу части 1 статьи 335 Уголовного процессуального кодекса Республики Казахстан главное судебное разбирательство проходит при обязательном участии подсудимого, а в настоящем месте пребывания Кудибаева не установлено. В силу частей 1, 3, 4 статьи 341 настоящего кодекса суд считает необходимым приостановить производство по делу. Ввиду того, что производство по делу приостанавливается с объявлением международного розыска подсудимого Кудибаева и на основании части 3 статьи 324 Уголовного процессуального кодекса, настоящее дело подлежит возврату прокурору. Руководствуясь статьями 45, 341, 342 и 335 Уголовного процессуального кодекса, суд постановил приостановить производство по уголовному делу по обвинению Кудибаева Серика Музакуловича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1, 3, 4, часть 2 статьи 146, части 4 статьи 362 Уголовного кодекса в связи с объявлением его в международном розыске. Уголовное дело возвратить прокурору области Житцу для осуществления надзора за законностью розыска подсудимого. О приостановлении производства по делу сообщить участникам процесса. Постановление может быть обжаловано или принесено апелляционное ходатайство прокурору в апелляционную судебную коллегию по уголовным делам области Житцу через Талдыкурганский городской суд в течение 15 суток со дня вынесения постановления. Судебное заседание является